Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это перезапуск программы «За чашкой кофе». Здесь мы говорим не только о спорте, но и о личностях, о том, какие они вне своей спортивной деятельности. Меня зовут Бехзод Касиров, и сегодня мы возьмем интервью у капитана сборной Таджикистана Ахтама Назарова. Ахтам, здравствуйте. Здравствуй, Бехзод. Спасибо, все хорошо. У тебя как? Отлично, пойдет. Рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о вашем настрое. Как вы? Настрой очень хороший. С утра вышли к вам на передачу, пришли. С утра уже успели выпить кофе? Если честно, не любитель кофе, но с тобой выпить. Все, отлично. Мы находимся в ресторане итальянском «Иль Патио» на улице Хусейнзаде, 18. Нам принесли кофе, спасибо большое. Ахтам, давайте сразу приступим к вопросам. И начнем, пожалуй, с вашего детства. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы вообще пришли в футбол, в каком возрасте, кто вас привел. Пожалуйста. Ну, с детства вспоминать всегда хорошо. Футбол, как я пришел, как и все маленькие ребятишки, выходил во дворе, играл в футбол с друзьями. И с каждым днем, играя, все мне говорили, что Ахтам, вот у тебя получается, давай, продолжай в том же духе, дай бог, если еще подрастешь, у тебя есть задатки футболиста, можешь стать хорошим футболистом. И тихо-тихо, шаг за шагом я к этому и шел, до такого уровня, как говорится, дошел. А вы помните, кто конкретно вам говорил, может, друзья или кто-то из родственников? Ну, друзья говорили, родственники. Так мы, как сказать, родственники. У меня с детства я, мама и братишка, и сестра были. Отца, как говорится, отца во время гражданской войны не стало. И мы с семьей, мамка тоже поддерживала меня всегда. Видела, радовалась, но в те времена очень немножко сложновато было, но что было радостно, мы свое детство проводили, как говорится, на улице. И в основном мне футбол очень сильно помог, если честно. Благодарен этому делу. А с чего началась именно школа футбольная, академия? Ну, во дворе мы когда играли, там у нас в 65-м я вырос. Там у нас один мужик был, Акай Ринат, его называется. Он занимался тоже футболом, и он вот собирал ребят, мы на стадион ходили, там стадион, там две школы рядом, 77-я и 78-я. Между ними стадион. И мы там каждый вечер зимой выходили, там играли. А летом, утром и вечером там, считай, что собирались. И вот Акай Ринат, считай, что всех нас старался собирать, организовывал матчи, и по утрам играли, тренировались. Вот, как говорится, ребячество, дурачились, как говорится. И вот тихо-тихо, шаг за шагом, у меня как-то все удачно складывалось. И первую в академию, в школу меня, как я помню сейчас, там взрослые ребята были, они меня отвели в автомобилист. Там тоже рядом. И мы там в одну школу записались, и оттуда начался мой путь к футболу. А вы помните свои первые ощущения, именно вот этот вот переход со двора, более такой уже профессиональный уровень? Как вы, вот эта вот первая тренировка, какие ощущения были? Ну, когда я попал в автомобилист на футбольное поле, там очень красивое поле было. Оно до сих пор есть. Мы иногда, когда скучно, тоже прохожу, заезжаю туда, смотрю на это поле. Оно до сих пор там существует. Ощущения были очень хорошие, потому что когда ты со двора переходишь на натуральное поле, все там, как говорится, профессионально. Очень было ощущение хорошее, радостное. Ну, как сказать, не передать словами эти ощущения. Надо их почувствовать на тот период. А вы замечали, что есть отличие именно уровня со двора
и на этом профессиональном уровне, как мы уже с вами сказали, и, может, какие-то трудности возникли на начальном этапе? Ну, с детства, с уличного футбола, когда ты в команду приходишь, там в уличном футболе, да, там никаких задач нету, кто как сможет играет. А когда ты в команде, уже там, здесь уже чуть. Ну, там в основном тренер помогает. И тренера мне очень много помогали в этом плане. Ну, они всем помогали. От твоего понимания, как ты будешь это все воспринимать, и будешь идти вперед. А это в каком возрасте вы попали? Это 2000, получается, 4-й или 5-й, да? Да. То есть, а можно ли назвать этот период поворотным моментом в карьере вашей футболиста? Ну, это был первоначальные шаги. Ну, можно и сказать, да, потому что со двора в команду попасть тоже нелегко. Но партнеры, команда, тренеры, вообще детские тренера, на тот период их было очень мало. Но они очень сильно помогли и до сих пор помогают, работают в этом плане. Это не очень легкая работа у тренеров. Работать с детьми очень сложно. Психологию ребенка надо знать. Они вообще молодцы. Я могу сказать, да, что переход был очень насыщенным и полезным. А вот если отметить ваши качества вот именно на тот период, как футболиста, именно характеристики футбольные, какие вы можете в себе отметить на тот момент? На тот момент и сейчас. На тот момент, ну, у меня была перспектива, как говорится, все видели ее, и мое старание. Сейчас, ну, я уже, как говорится, опытный игрок, с большим опытом. Ну, загадки большие были. Я могу сказать, надо было больше работать и свое мастерство улучшать. Если бы улучшилось еще, я мог бы еще раскрыться еще лучше. На какой позиции вы играли и начинали свою карьеру? На позиции полузащитника я начинал, ну, как говорится, плеймейкера. Ну, потом по обстоятельствам тихо-тихо я перешел в левого защитника. Ну, были ситуации, где надо было играть в левого защитника. Ну, я и сейчас в некоторых играх, если вы смотрите игры, я тоже играю на этой позиции плеймейкера. Когда тренера просят, ну, есть кое-какие задачи выполнять, и я выхожу на этой позиции, тоже играю легко. Но это, я думаю, мне в пользу пошло, то, что я могу играть и на этой позиции. Это большой плюс. Это говорит о том, что вы универсальный футболист, который может правильно и грамотно атаковать и защищаться тоже. Поэтому я и хотел именно этот момент уточнить. То есть переход с позиции атакующего полузащитника на позицию левого защитника говорит только о ваших положительных качествах. А вот вы сами были не против, когда вам предложили этот вариант со сменой позиции? Ну, когда мне предложили, конечно, я был против, но опять-таки тренера же психологи, они могут с игроком говорить. Они мне объяснили, почему, для чего это делается. И я с пониманием отнесся к этому. В пользу меня, опять-таки. И стал играть на левого защитника. Но на тот период, когда мне предлагали, это очень было в психологическом плане очень сложно для меня, потому что ты хочешь играть в одной позиции, потом тебя переделывают в другую позицию. Но потом время шло, я понимал, то, что и здесь у меня получается, почему бы и не попробовать себя здесь. И, как вы заметили, быть универсалом, это, оказывается, очень полезно и хорошо. Да. Я думаю, в этом я выиграл, не стал упрямиться, как говорится, и играл на этой позиции. То есть, да, мы знаем то, что тренера очень любят универсальных футболистов, когда можно положиться на одного игрока на разных позициях. Поэтому вот то, что у вас получилось, это говорит только о том, что вы очень хороший футболист. Вот. И если уже немножечко говорить о сложных этапах карьеры, что вы можете вспомнить в первую очередь? Какие трудности были? Трудности, ну, сейчас вспоминать немного сложно. Но самый сложный период, я думаю, был трудно это в семейном положении, когда у меня было предложение
Ну, я подписал контракт, уехал за рубеж. Мгм. Но по семейным обстоятельствам пришлось приехать, потому что, ну, я это уже говорил. И опять-таки сейчас есть повод сказать. У моей дочки была операция, и из-за этого мне пришлось вернуться. И период был очень сложный для меня, для семьи, в психологическом плане. Мгм. И я потом, когда уже в третий раз на операционный стол мою дочь положили, я решил расторгнуть свой контракт и вернуться домой. И у нас были диеты, и я с дочерью на диете сидел. Ну, до сих пор мы сидим, работаем, слава Богу, все хорошо. Сейчас мы восстанавливаемся. Ну, дочь уже восстановилась. Спасибо Всевышнему за это. Мгм. И вот этот период был очень сложный, но все хорошо, мы прошли этот период. Сейчас радостный момент только. А вот если говорить в футбольном плане, то есть вы каких-то особых преград именно в футболе для вас не было? Футбольных преград, ну, считаю, что, ну, были, я справлялся с этим, я не могу сейчас сказать. Футбольные преграды всегда есть, надо конкуренцию выигрывать, задачи выполнять. Когда ты играешь, это одно, но игрок чем ценится, все футболисты чем ценятся, когда они выполняют большие задачи и постоянно делают свое дело. Здесь уже тренер выбирает, кого ставить, кого не ставить. Ну, в футболе, как говорится, кто лучше, тот и играет. И мы сотрудничаем с командой, с тренерами, и мы же сами себя не можем ставить в стартовый состав. Здесь от тренеров много чего зависит. Так что, как говорится, тренер как дома отец. А мы вот работаем. Пока что таких, как говорится, преград сильных. Ну, сильные преграды, они всегда есть, без этого никак. Но не сталкивался. И пусть их не будет. Поэтому давайте и плавно перейдем к вашим счастливым моментам. Если говорить о самом счастливом дне в футболе для вас, вы помните этот день? Какой это? Самый счастливый день, я могу сказать, когда мы квалифицировались на чемпионат Азии в первый раз. Этот момент. И как мы выступили на нем. Это уже был второй раз. Это был очень значимо для всех нас, для футболистов, потому что первый раз мы вышли на чемпионат Азии для страны, для болельщиков. Это было большое событие. И очень часто вот сейчас вспоминаем эти моменты и радуемся этим. На каком этапе карьеры вы сейчас находитесь? Ну, я себя чувствую хорошо в физическом плане. Я работаю над собой. Ну, я думаю, на хорошей стадии. Потому что у меня, когда ты молодой, все складывается на и опыт. Сейчас у меня и опыт, и силы есть, как говорится, и играть я умею. Мне главное сейчас держать физическую форму хорошо и, как говорится, выполнять тренерские установки, задачи, поставленные передо мной, и в командном плане их выполнить, сделать результат. А вы как-то, может, мотивируете себя? То есть, если мы будем брать в примеры великих футболистов, и первый, кто приходит на ум, это, естественно, Криштиану Роналду, учитывая его возраст и то, как он себя мотивирует каждый день ходить в спортзал, до сих пор заниматься, учитывая все его трофеи, послужные списки. Что вас мотивирует выходить? Сейчас меня мотивирует моя семья, что надо продолжать играть, пока что есть силы и возможности проявлять себя, потому что надо быть примером для своих детей, показывать им, чтобы они тоже не сдавались. Есть моменты, и вот я могу сказать, семья меня мотивирует, чтобы я двигался дальше. Ваша карьера достаточно продолжительная, и вы можете увидеть, естественно, разницу, как изменился футбол за время, которое вы играете. Какое главное изменение вы увидели в футболе за то время, которое вы выступаете? В нашем футболе и в общем... Можете и в нашем, можете и в общем Ну, футбол, как говорится, днем за днем прогрессирует. Вот
сейчас чемпионат мира идет, опять новые правила, все новое. Конечно, футбол изменился и в мире, и у нас только в лучшую сторону. У нас тем более сейчас считаю, что все условия предоставляются. Главное работать. Каждый игрок над собой должен работать и тихо-тихо идти к своим целям. Каждый должен ставить себе цели и шаг за шагом. Мы иногда, бывают моменты, мы хотим с первой лестницы сразу перепрыгнуть на 10-ю. Но это в футболе такого нет. В футболе надо каждый этап или период перейти по ступенечке. И тихо-тихо мы будем опять-таки идти вперед. Мы так идем вперед. Очень, очень сильно изменился. Футбол сейчас прогрессирует. В плане интенсивности вы можете заметить разницу, допустим, когда вы играли, может, 10 лет назад и сейчас? Может, футбол у нас стал более интенсивнее, или теперь акцент делается часто на физику или на тактику? В этом плане есть какие-то у вас замечания? Ну да, сейчас больше на тактику ставится, потому что тактично надо очень грамотно играть. И футбол сейчас показывает. Но и физику не надо терять, надо над ней работать. Физика одна из основ, потому что когда ты быстро устаешь, это может сказываться. Есть в техническом плане тоже надо технику улучшать и прогрессировать. Вот Без этого никак, как говорится. Да, естественно. И говоря вот о тактике, мы с вами заговорили, мне стало интересно, учитывая то, сколько у вас было тренеров в карьере, какого из них вы можете вспомнить именно как человека, который делал прямо очень сильный акцент на тактике, проводил какие-то часы анализов и рассказывал о том, как нужно действовать каждому игроку? Ну да, с многими тренерами мы работали. Я каждому из них благодарен. Они многому чему меня научили. Да, у нас были споры, и бывают споры. Как говорится, я думаю, мы с пониманием относились к этому. И вот, когда мы начинаем спорить с тренерами, не всегда спорим, конечно, там. Мы, как игроки, когда чуть-чуть сложновато, начинаем психовать. Тренера молодцы, опять-таки говорю. В психологическом плане они очень с нами хорошо разговаривают. И кого я могу отметить в плане тактики? В 2020-2021 году с Истихловым в Лиге чемпионов играли с Аль-Хиляном. Там у нас была тактика от обороны играть. И вот Виталий Григорьевич очень над этой тактикой хорошо поработал. Каждому игроку давал задания, кто чем должен заниматься. И мы, думаю, выполнили ее. Мы из группы вышли на тот период в Лиге чемпионов. Тогда она считалась элитной Лигой чемпионов. Да. Сейчас она Лига чемпионов 2, говорят. Да. Элитная — это другой суд. Вот Виталий Григорьевич, он в этом плане с нами очень хорошо работал, объяснял, да, уделял время. Он защитников отдельно брал на тренировках и показывал, кто, как, где должен выходить, свои действия показывать. И мячи ставились так, и мы по этой тактике работали. И продолжая тему тренеров, кто оказал самое большое влияние на вас, как на футболиста? Может, это было в начале карьеры, может, в продолжении? Я сейчас тренеров так отдельно могу каждого по именам назвать. Их очень много. Это с детского футбола. Акай Ринат, это, как говорится... С кем вы начинали? Начинали во дворе. Потом, когда в автомобилисте переходил, там Акай Нумон был, потом с Акай Нумоном Юсуповым работали. Потом стал период, где я не смог пойти на тренировку. И опять-таки я ушел в другую школу, там потом в Локомотив. Уже с 65-го я на вокзал приходил на тренировки. Здесь Акайгмат Фузайлов и Далер Кайосов. И вот эти двое тренеров, могу сказать, они меня проявили. Я у них тренировался, и они мне помогли выйти в высшую лигу.
В высшей лиге первая моя команда, в которую я попал. Ну, сначала в первой лиге я играл, опять-таки за «Локомотив». После «Локомотива» я перешел в высшую лигу ЦСКА. ЦСКА Помир она тогда называлась. Там был тренер Сергей Борисович и Мубин Асрович. И вот первые они, Сергей Борисович очень сильно напутствие давал. Мубин Асрович очень сильно поддерживал. После них я опять-таки 2007 по 2009 был в высшей лиге ЦСКА. Потом в 2009 я перешел к своему, опять-таки, могу сказать, тренеру в «Энергетик». Сейчас эта команда называется «Бахчи». В «Энергетик» тогда уже на тот период эту команду тренировал Хикмат Фузайлов. И мы перешел туда, опять-таки, со своим тренером, получается, детским. Играли. Потом тренера менялись в клубе. И каждому из этих тренеров я, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их, потому что они помогали мне. И с того периода я со многими тренерами работал, и только полезное брал. То, что вот вы видели многих тренеров в вашей карьере, это о многом говорит. Вот, и продолжая тему таджикского футбола, я бы хотел спросить вызов в сборную. Ваш первый вызов. Помните? Первый вызов в сборную, да, я его помню. Я тогда был в «Энергетике», опять-таки, это 2010-2011 период был. На тот период Акай Пулот Ходыров был тренером сборной, и у него в помощниках был Мубин Асрович. Вот они меня вызвали, это было очень радостное событие. Для меня, молодого, тогдашнего, я вообще в эйфории был. И я пришел в сборную, и взрослые ребята, которые на тот период там играли, они тоже сильно очень поддержали молодого игрока. Я тоже играю уже в тот промежуток, и вообще много чему постоянно учусь. Когда я попал в сборную, я опять-таки работал над собой, смотрел, учился и делал все, чтобы было в пользу команды. А сколько вам тогда было лет? 1992 года я получается. 18-19 лет? Да. По 17-19 лет, получается, я попал. И на тот период я, если не совру, я сам в этой сборной я был молодой. И вот на тот период, как говорится, ну, у нас в футболе есть, пока ты молодой, ты помогаешь в быту всем. Это был очень незабываемый момент. Я до сих пор вспоминаю и смеюсь, да, как мы помогаем администратору, мячи таскаем. Ну, на тот период это казалось очень сложным, но когда ты взрослеешь и смотришь, оказывается, это легко и в пользу тебе. И сейчас молодежь, когда смотришь, ну, я смотрю, молодежь иногда сачкует, где-то до мяча не хочет дойти. Как говорится, так легонько по голове даешь, иди, помогай. Ну, молодежь с пониманием относится, идет, помогает. Но это пользу им. Ну, кто как не вы это сделает, ведь вы капитан сборной Таджикистана, мы об этом упоминали в начале интервью. И вот, говоря уже об ощущениях, также хотел уточнить, как вы впервые надели капитанскую повязку. Какой-то год, и вы помните ли этот момент? Впервые капитанскую повязку я одел, если не ошибаюсь, в 2018 мы играли Кубок вузова в Бангладеше, кажется, мы играли. Нас пригласили. Там был такой переломный момент, когда наш капитан получил дисквалификацию, и на следующий матч пришел, ну, тренер, как уже я был опытным тоже игроком, тренер сказал: Ахтам, в эту игру ты выходишь капитаном на следующий матч. Ну, это был приятно, когда тебя выбирают капитаном и тренеры, и игроки. Ответственность большая, да, тебе уже приходится думать, что говорить и ребятам, и тренерам помогать. Здесь, как говорится, надо находить золотую середину, баланс. И вот с 2018-2019 получается капитанская повязка, пока что, ну, доверяют
ну, доверяют всем. Получается, сейчас на вас большая ответственность лежит и в работе с молодыми футболистами, потому что поколение все-таки меняется, и с тем, чтобы связывать это молодое поколение как раз-таки с тренерским штабом. Насколько большая эта ответственность? Ну, ответственность для меня уже, как говорится, привычная. Да, надо помогать молодежи, а особенно молодежь, которая думает, что тренер их не любит. Мгм. Потому что тренеров тоже можно понять, у них задачи в сборной особенно, у них времени нету кого-то чего-то учить. В сборную, я думаю, должны игроки приходить и уже быть готовыми и психологически, и тактически, и физически в основном, потому что там высокие задачи. И насколько мы все игроки знаем, в сборной нас не вызывают, чтобы мы по 3 месяца в сборной были. У нас самый короткий период, самый больше мы 20 дней вместе бываем, а так самый короткий 10-12 дней, да, вместе, или 14. Поэтому, когда тренера психуют, молодежь тоже не понимает это. Вот в этот момент надо с молодежью, я думаю, говорить больше. И, ну, я стараюсь молодежи помогать, и дальше мы смотрим, если он понимает это в пользу ему, молодому игроку. Ну, если не понимает, там уже тренер сам смотрит и решает, что с молодым делать. Ну, у нас молодежь, тут не сглазить, очень хорошая, перспективная, понимающая. Когда им говоришь, они слушаются. Это в пользу, опять-таки, им. И я желаю им дальше терпения, самое главное, и понимания. Остальное все у них есть, задатки есть. Они должны работать над собой. Только через терпение и труд, как говорится, все перейдут. Только через труд они могут достичь максимального результата. В этом году Таджикистан празднует 35-летие своей независимости. Какую роль футбол играет в объединении народа и в единстве? Да, это хорошо, то, что мы 35-летие независимости празднуем. Это очень большое достижение для нас. Угу. Ну, футбол — это, как говорится, объединение всего. И опять-таки вернусь назад, прошедший чемпионат Азии, все мы видели, и нам даже самим было очень дало это дополнительный импульс в этом турнире, когда мы вышли из группы, и как болельщики, мы не в Душанбе были, мы в Катаре были, мы по соцсетям видели, как болельщики объединялись. Все дружные были, мы их чувствовали, даже не были мы дома, мы их чувствовали там, и эта ответственность, которая переложилась на нас, на всех, и все ребята это почувствовали. Я думаю, вот это и объединяет всех нас. И футбол — один из ключевых моментов, то, что объединяет всех нас. И как наш лидер нации всегда говорит, пока мы, таджики, едины, мы непобедимы. Угу. Вот хотелось бы, чтобы мы всегда были едины. Да, бывает в футболе бывают поражения и победы. Вот самое главное, когда идет полоса неудач, вот в этом моменте мы должны еще сильнее объединяться и быть, как говорится, вот так. Тогда у нас будет все хорошо. Кофе или чай? Воду. Да, естественно. Утро или вечер? Утро. Утро. Гол или голевая передача? Учитывая мою позицию, голевая передача. Угу. Победа 1-0 или зрелищные 5-4? Зрелищный 5-4. Ага. Самый сложный соперник? Я сам. Ого. Ага. Любимый стадион? Любимый стадион — это когда мы играли во дворе, дворовой стадион, где нет ворот, и ты ставишь 2 камня, и это самый лучший воспоминание. Да, это лучший стадион. Дворовой. Ага. Лучший футболист всех времен, по вашему мнению? Я выберу Зинедина Зидана, потому что я смотрел его игры. Ну, в основном мне нравились его игры. Я многому учился, смотря его игры. Я выберу Зидана. Угу. Сейчас у нас чемпионат мира идет
И такой вопрос. Португалия или Аргентина? Португалия. Португалия. Любимый клуб? Реал Мадрид. Реал Мадрид. Ваш футбольный кумир? Зидан. Ага. Зидан. Самая большая мечта? Самая большая мечта — попасть на чемпионат мира. Мгм. И напоследок, можете какие-то слова напутствия подрастающему поколению, которое сейчас активно за вами следят и, в принципе, играет в футбол? Подрастающему поколению хочу пожелать успехов. Самое главное — хорошей работы. Ставить перед собой задачи, не сдаваться, не искать оправданий. Сейчас все условия есть. И дай Бог, благодаря их усилию наш футбол будет прогрессировать еще лучше. Главное, чтобы они не сдавались и не искали отговорок. Поверьте мне, как говорится, хорошая работа, она всегда оправдывается. Так что успехов вам, не сдавайтесь, работайте. Прекрасные слова. Это был Ахтам Назаров. Мы благодарим вас за внимание. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Очень.